Дорогие мои, я хочу вам сказать такую вещь. Сейчас, прежде чем начнет учебу, нам надо сделать одно очень хороший механизм, чтобы вы немножечко еще кое-что добавили. Внимание обратите. Первое, с чего начнем, надо научиться ставить цели. Научиться ставить цели, с какой целью мы пришли на этот тренинг. И записывать эти цели. Если мы не записываем эти цели, знаете, что будет? Внимание, знаете, что будет? Мы тренинг проходим, когда тренинг заканчивается, у вас будут ощущения, классно прошел тренинг. И вот и все, но вы пойдете домой, изменений не будет в жизни. Надо писать цели, которые приведут к неким изменениям в вашей жизни. Внимание, обратите. Есть два вещи. Первое. Много людей не знают, что такое учиться. Учиться другой, изучать другой. Внимание, внимание. Изучать это другое. Изучать мы возьмем какой-то предмет, изучаем его. В основном средняя школа направлена, и вообще в вузах везде направлена на 90, может быть 5%, может быть даже 98% на подтверждение фактов, на изучение фактов. Внимание, внимание. Изучение. Сколько-то материк существует, когда Наполеон напал в Россию, сколько вид пингвинов существует в Антарктиде, сколько куб воды в Тихом океане, сколько растений в Байкале и так далее, и так далее. Согласны? То есть мы учимся с вами, большинство информации, которой учимся, она направлена на изучение. То есть мы изучаем что-то, а учиться это другое. Как вы думаете, что такое учиться? Я всегда начинаю свой тренинг с этой фразы. Что такое учиться? Учиться – это не набор информации. Это не то, что узнавать что-то новое. Учиться – это принести в свою жизнь некие изменения. Это измениться самому. Стать больше, чем кто ты есть. Внимание, внимание. Некоторые люди очень много знают мудрые фразы, очень много читали книги. Они рассказывают очень много хороших вещей, очень сильные вещи, но сами не изменились. Их характер, их личность, как был слабый, так и остался слабым. Я встречаю людей, которые Библию наизусть знают. Я встречаю людей, которые Коран наизусть знают, но они сами не изменились. Вы понимаете, о чем это речь? Они такие статьи рассказывают, они такие вещи говорят. Я встретил таких людей, которые классиков наших хорошо знают. Понимаете? Они их статьи копируют и говорят. А на самом деле в жизни они ничего не добились и не реализованы. Они не изменились. Учиться – это не подтверждение фактов, это не набор новой информации. Учиться – это значит знать, как принести в свою жизнь некие изменения. Но изменения не появятся в нашей жизни, пока не изменимся сами. У вас есть компьютер. Если вы много туда информации загружаете, что произойдет с этим компьютером? Зависает. Согласны? Кто из вас заметил, что ваш компьютер иногда зависает, если вы туда много информации загружаете? Последнее мое понимание о мышлении людей какой? Результат? Представьте на минуту, с 8 лет мне мама отдала наставнику. Я начал изучать философию жизни, психологию и так далее, и так далее. Много классиков изучали и так далее. До сегодняшний день мне 37 лет. Сколько лет получается, что я изучаю мышление людей? С 8 лет до 37 лет. Вот, как вы думаете, за 29 лет я с детства находил рядом с наставником, который был мастером, он был просветленный человек. И я видел, как он общается с людьми, я видел, как он советы дает людям, и я в этом вырос. Я в этом вырос. И я в этом вырос каждый день. Каждый день я это видел. Суть моего разговора в чем? Суть разговора в том, что за все эти годы я пришел к пониманию, что многие люди, их сознание вообще не раскрыто. Они просто спят. Мозг человека почти, мое видение, на 95% тормозит. Просто тормозит. Кто из вас заметил, что когда у вас есть какая-то задача в вашей жизни, замучается вот голова, вот так. Вот смотрите, мыслительный процесс попадет в зону умственного барьера и начинает мучиться. Приживает.
И когда не могут найти выход, потом человек что делает? Ну ладно, об этом буду думать завтра. И это откладывает опять на завтра. И так проходит годами. И вы знаете, это действительно так. Поверьте, это правда. Чем мы сейчас занимаемся с вами, одной из технологий, которые мы используем за эти наших учебах и так далее, почему я объединил физический труд и все и так далее, чтобы в каком-то мере освободить умственную энергию, как-то помочь. Потому что ваш мозг сидит на базе вашего тела. Если ваше тело уставшее, если ваше тело не выспавшее, мозг не соображает. Вы согласны с этим? У вас бывала ситуация, что вы не выспались, вы устали, тогда ваше образование вообще не работает. То есть не соображаешь. Если ты не выспавший, все раздражает. Если ты уставший, все раздражает. Поэтому очень важно, чтобы мы действительно телу давали правильное направление, правильно, чтобы чуть-чуть очистилось, чтобы за счет этого мы могли развить умственную энергию, чтобы это помогло нам расширять масштаб финансового интеллекта. Понимаете, у многих людей ограниченное сознание, они мыслят ограниченно, они реально мыслят ограниченно. Мы сегодня с вами об этом будем говорить. Завтра буду давать уже, как приобрести недвижимость и так далее. Пошагово пойдем. Внимание обратите. Значит, прежде чем начнем, еще кое-что хочу, чтобы вы сделали. Вы написали свои цели или вы не успели писать? Я разговаривал, возможно, вы не успели. Или успели? Очень хорошо. Если вы успели писать свои цели, это очень важно. Теперь, цели должны быть измеримы. Измеримы. Внимание обратите. То, что мы не можем измерять, мы не можем, можно сказать, контролировать. А то, что не можем контролировать, мы не можем управлять. Я повторяю. То, что мы не можем измерять, мы не можем контролировать. А то, что ты не можешь контролировать, это невозможно управлять его. Поэтому, родные мои, сделайте такую вещь. Пишите такие цели, которые вы могли бы измерять. Самое главное, ваш мозг мог бы их понимать. Измерять. Например, через полгода, скажем, построить один денежный поток. Или через год, или через полгода купить первую недвижимость. И так далее. Я могу вам сказать так. Если у вас некий опыт есть в бизнесе, если у вас масштаб финансового интеллекта расширенный, если вы в жизни пережили потери, попали в долгу когда-нибудь и так далее, поверьте моим словам, в районе 1,5-2 месяца у вас уже появится первая недвижимость. Возможно, у кого-то даже раньше появится. А если у кого-то не было подобного опыта, требуется время. Определенное время требуется. Система, которую я вас обучаю, это стратегия, которую я разработал 7 лет назад. 7 лет назад я разработал эту стратегию. Но я его в течение года попытался реализовать. Я попал куча в долгах. Потому что я двигался вперед, но у меня не хватало опыта. Опыта управленца. Опыта, как построить это управление, чтобы она не развалилась. Дети бывают, вы видите, как дети домики строят? Она разваливается. Точно так же, потому что не хватает опыта и знаний. Согласны? Взрослый человек, когда построит дом, как-то она более надежная. Точно так же я построил бизнесы 7 лет назад. Она начала развалиться. Это возможно в 2008 году. 7 лет назад, да. Конца 7, второй половины 7, 8 год и так далее. Была супер система, супер механизм, но у меня не было опыта управленца. Я не был профессиональным бизнесменом. Я был хорошим инвестором, я был хорошим, можно сказать, бизнес-тренером, но хорошим профессиональным управленцем я не был. Я во многих местах выкладывал деньги, процветающие бизнесы, но самому управлять, оказывается, совсем другое. Это разные вещи, ребята. Поэтому, вот, этим что хочу сказать? Этим хочу сказать, у кого-то из вас появится недвижимость совсем близко, в течение полгода. Возможно, половина зала так будет. А половина из вас в течение года появится, в течение 2 года появится. Это нормально. Но стратегию, когда вы используете, через 3 года я могу уверенно сказать, что любой из вас 3-5 лет видит на механизм ежегодно как минимум 1 недвижимость. Спокойно. Видит на этого уровня. Дорогие мои,
Теперь, прежде чем сейчас говорить дальше, мне нужно еще одну важную вещь, что его уверенность завтрашнего дня. Все люди работают, говорят, хочу оставить детям что-нибудь. Потому что недвижимость создает обеспечение старости. Люди говорят, что не хочу, что старости за дверем оставаться и так далее. Поэтому большинство людей хотят, чтобы молодые годы обеспечить себя недвижимостью. Недвижимость помогает. Вы знаете, я видел многих людей, которые ради недвижимости, братья и сестры ругались, расстались. Муж, жена вообще семью потерялись. Родные стали чужими, как чуть-чуть не врагами стали почти. А почему? Это нехватка знаний. Это правда. Сегодня, когда вы меня до конца сегодняшнего тренинга послушаете, думаю, что вы тоже придете к этому выводу. Знаете, в мире много изобилия, в мире много хорошего. Оказывается, все трудности связаны с нехваткой наших знаний. Все сложности, все трудности, все наши проблемы, они связаны с нехваткой знаниями. Эти проблемы сами по себе не появляются.